بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Мы с вами говорили про действия, которые нарушают намаз, и тщательно его разбирали, потому что намаз – это то деяние, то поклонение, которое мы с вами постоянно совершаем. И большинство вопросов, которые приходят именно по поводу намаза. Именно по поводу намаза. Намаз, как мы с вами сказали, это сакральное действие, сакральное деяние как человека перед его Творцом. Это некое такое мунаджат, как говорится на арабском языке, то есть некое такое скрытое общение. Есть хадисы на эту тему на самом деле. То есть намаз является важным действием, и просто так намаз нарушать нельзя. Но есть элементы, есть случаи, есть деяния, когда можно нарушить намаз. Поэтому вопрос, ради чего можно или же для чего можно нарушить намаз, прервать намаз. Как уже было сказано, намаз занимает особое положение у нас, у верующих людей. И когда человек совершает намаз, он должен быть смиренным, он старается быть смиренным, он старается достойным образом поклоняться Аллаху. И в то же время мы с вами уже упоминали, что некоторые люди предполагают, что действие в намазе, как говорится, там шаг вправо-налево и расстрел говорили, да. То есть на самом деле, да, действительно, намаз – сокровенное деяние, как уже было сказано, но в то же время много есть действия, которые просто не нарушают намаз. Есть действия, которые являются порицаемыми действиями, а есть действия, из-за которых можно нарушить намаз. Так вот, из-за чего можно нарушить намаз? Значит, говорится о том, что можно нарушить намаз, дабы устранить какой-то вред. Либо же из-за боязни, из-за опасения, что произойдет какой-то вред. И человек что делает? Он останавливается, он прерывает свой намаз с таслимом, со словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах», либо же без этих слов. Оба варианта правильные. И что делает? И дальше уже исправляет то, что необходимо исправить. То есть ради чего он прервал намаз, для чего он прервал намаз, то это и он и делает. Так вот, значит, пункт А. Когда нарушение намаза, прерывание намаза является ваджибом. Первый пример, когда человек просит помощи. Неважно, это маленький человек или большой человек, имеется в виду ребенок ли это, или может быть пожилой человек, либо может быть человек среднего возраста. Он просит помощи, и чтобы ему помочь, можно прервать намаз. Даже здесь говорится не можно, а ваджиб, необходимо, это раз. 2. Чтобы предотвратить пожар. Предотвращение пожара является весомой причиной, и в этом случае является ваджибом нарушение намаза. 3. Чтобы отвратить явное зло от взрослого человека, либо маленького человека, если есть вероятность, опасений, или же вот-вот какой-то вред коснется этого человека. То есть в трех случаях нарушение намаза является ваджибом. Далее, когда нарушение намаза является допустимым. Первое, чтобы предотвратить воровство. Чтобы, допустим, поймать вора, предотвратить воровство. Даже если то, что там хотят украсть, является не его вещью, не принадлежит ему.
Ну, допустим, человек совершает намаз, допустим, перед намазом видел, как один человек подошел, там, положил свою сумку, к примеру, и отошел, чтобы омовение обновить, к примеру, либо для чего-то другого. И человек совершает намаз, и краешком глаза, боковым зрением он видит, что человек это не тот человек, допустим, хозяин был такой, тучный такой, упитанный, а тут пришел кого-то такой худенький, он краешком глаза понял, что это не хозяин, делает, ему допустимо предотвратить это воровство. Допустимо. То есть допустимо имеется в виду нарушить намаз в этом случае. Второе. Является допустимым женщине нарушить намаз из-за опасения за своего ребенка. Из-за опасения, что, допустим, не знаю, там, здесь говорится о том, таам, что еда может подгореть. Это второй пример. Третий пример. Когда человека нужда, то ему хочется в туалет. Его немножко уже удерживает. В этом случае допустимо нарушить намаз, исправить свою нужду, совершить омовение и заново спокойно совершить намаз. Четвертый пример. Ликвидирует опасность, то есть убить некое животное, например, там, змею, скорпиона, если есть реальная угроза. Даже если говорится о том, что допустимо нарушить намаз, в некоторых говорится о том, что является допустимым прямо в намазе, убить, допустим, эту змею или этого скорпиона. Ну, особенно раньше, допустим, человека с ним меньше, например, постоянно, либо пара, или, допустим, это дух. И он, используя эту пару, может что сделать? Может спокойно убить животное прямо внутри намаза, либо же нарушив намаз, прервав намаз. И пятый пример, когда один из родителей взывает, если намаз нафиль, то есть дополнительный намаз, в этом случае можно нарушить этот нафиль намаз. И также в том случае, когда взывающий не знает, что его сын, что его дочь совершает намаз. Это вот те деяния, которые допустимо прервать намаз. Следующий наш учебный вопрос. Макрухату салях. То есть порицаемые действия в намазе. Макрух и намаз. Порицаемые действия в намазе. Макрух – это противоположность. Макрух – противоположность махбуб. Либо макрух порицаемый, а его антоним – это то, что любимо. Это то, что любимо. В ханафитском мазхабе есть два вида макруха. Макрух тахримен, то, что крайне нежелательно, строго порицаемо, то, что ближе к хараму, и макрух танзиха, то, что просто нежелательно и ближе к дозволенному, к халялю. Так вот, примеры макрухов в намазе. Первый макрух, в данном случае это был макрух тахримен, оставление ваджиба без причины преднамеренно. Без причины здесь лишнее, на самом деле. То есть преднамеренное оставление ваджибов намаза. И преднамеренно, то есть целенаправленно, понимая, осознавая, оставил ваджиб, то он спокойно завершает намаз, и им является ваджибом заново это намаз совершить. Если он не совершил намаз, не делает. Если же он пропустил ваджиб случайно, по невнимательности, намеренное ваджиба является крайне невнимательным, строго порицаемым. Дальше идут обычные макрух. Самое время сунны намаз. Оставление сунн намаз является макрухом. Если же человек оставил это сунну по забывчивости, по невнимательности, в этом случае никакого порицания в ее адрес нет. И не делать
расслаблении, не случайности, за собой движется. Сегодня об этом не успеем поговорить. А что касается круга, человек намеренно или намеренно оставляет круг, в этом случае такие движения не делаются, потому что это круг. Не круг, а макрух уже когда дозволено. Значит, как у нас был? Сунный намаз является преднамеренно, является макрух близко к дозволенному. Если человек преднамеренно оставил, например, мы вступаем в намаз, вступление в намаз, мы поднимаем руки. Человек, допустим, вступил в намаз со словами Аллах преднамеренно, осознавая это. Есть порицание, такое легкое порицание, но при этом в конце он не делает непитанную сажду. Надеюсь, понятно случайное оставление ваджиба и оставление, пусть даже преднамеренное макруха. То есть это две разные вещи, две разные категории. Третье. Совершение намаза, когда человек уже хочет в туалет, и он удерживает. Он в таком состоянии совершает намаз, и это, в этом случае вот это является макрухом, нежелательным действием. Желательно ему что делать? Желательно ему пойти испражниться, исправить свою нужду, совершить омовение и заново спокойно совершить намаз. Почему? Потому что когда он таким образом совершает намаз, это его торопит, это раз. И это его отвлекает от смиренности, от намаза. И этика намаза, этика общения с Аллахом требует чего? Требует сосредоточенности, требует подготовки, подготовленности. Четвертый пример. Совершение намаза по направлению к огню. Или, допустим, к лампе, в которой находится огонь. Почему? Потому что, во-первых, отвлекает зрение, и это схоже с поклонением маджус. Маджус – это огнепоклонник. То есть были огнепоклонники, возможно, и сейчас, возможно, имеются огнепоклонники. Они поклоняются огню, и чтобы мы не уподоблялись им, чтобы мы были далеко от уподобления, вот поэтому нежелательно макрух совершать намаз в сторону, точнее, перед огнем. Пятый. Совершение намаза, когда перед человеком, перед молящимся имеется изображение живого существа, будь это животное или же человек. Почему? Чтобы человек не отвлекался, это раз. И второе, чтобы человек был подальше от уподобления идолопоклонника. Шестой пример макруха – совершение намаза с оголенными плечами. Как уже было сказано, что вот тут даже говорится, в том состоянии, в котором он не хотел бы быть, в том состоянии, в той одежде, в которой он не хотел бы выходить к людям, кроме как по вынужденности, по необходимости. И как уже было сказано, этика общения с Аллахом требует от нас того, чтобы мы подготовились к намазу, подготовились к этому общению, подготовились к этому сакральному действию. Да, намаз будет действительным. Ну и, конечно же, если у человека имеется другая одежда, которая покроет хотя бы футболка, скажем так, а еще лучше, возможно, это даже рубашка, это, конечно же, лучше. Это касается мужчин. Что касается женщин, положение женщин в этом вопросе более строгое положение. Требуется покрыть все тело, кроме лица и кистей рук. Седьмой пример. Чтение Корана во время совершения руку, или же суджуд, или же во время сидения. Мы с вами знаем, что Коран читается, когда мы в положении стоя. Положение руку читается свои зикры. Положение суджуд, саджда читается свои зикры. Положение сидения читается свои зикры. И поэтому чтение Корана в этих местах является порицаемым действием.
Но если, например, в конце намаза, пусть даже в саджде, пусть даже в руку, человек читает аяты Корана, которые содержат дуа, в этом случае порицания не будет. Почему? Потому что во время руку, во время суджуд можно совершать дуа. И во время сидения также можно совершать дуа. Поэтому, если человек совершает дуа в это время, помимо основных зикров, это даже является мустахаббом, то есть поощряемым действием. 8 пример – закрывание глаз. То есть закрывать глаза, либо поднимать глаза кверху во время намаза является порицаемым действием. Это исходит от запрета пророку Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И поэтому человек, который хочет проявить смирение перед своим Творцом, прежде всего он это делает как? То есть, как мы с вами говорили про этику намаза. То есть он смотрит, когда он в положении стоя, смотрит туда, где он сделает саджду, где его голова коснется пола при совершении саджды. И таким образом, что он делает? Он проявляет смиренность и настраивается на проявление смиренности в намазе. 9 пример. Совершение намаза, когда еда готова. Совершение намаза, когда еда готова. Ля салята ида хадарати таам, сказано в хадисе. Нет намаза, когда еда готова. И также ида дуаитум иля иша валь аша фабда биль аша. Если вас призвали на ночной намаз и на вечернюю трапезу, ужин мы называем, фабда биль аша, начинайте с ужина. И также в другом хадисе ида куддималь аша фабдау кабля ан тусаллю магриб. То есть, если вас призывают на вечернюю еду, на ужин, то начните ужин до того, как вы совершите магриб намаз. Это у нас получается 4-й намаз. Дальше. Почему? Потому что если человек, например, будет совершать намаз в то время, когда еда готова уже, и он, допустим, очень сильно хочет кушать, если он не сильно хочет кушать, и никто его не ждет, он спокойно может что делать? Спокойно совершить намаз. Но если, допустим, все собрались уже там, они, допустим, постились, они ждали и ждут главу семьи, чтобы начать трапезу. В этом случае пусть глава семьи что сделает? Пойдет и начнет трапезу, конечно, не удлиняя, а потом он совершит спокойно намаз. 10 пример. Также порицаемо совершать намаз тогда, когда имеются какие-либо действия, которые нас отвлекают от намаза. Например, какая-то игра, либо какое-то занятие. Вот, допустим, наступило время намаза, а человек уже вот уже завершает какое-то свое занятие, осталось там 5 минут. Он спокойно может дозавершить, и что сделать? И спокойно совершить намаз уже без порицания. Либо же совершение намаза, когда идет какое-то общение, конференция какая-то, какой-то урок, какая-то встреча. Особенно это касается ночного намаза, потому что ночной намаз, он такой достаточно, время ночного намаза достаточно длинное, и он спокойно может что делать? Спокойно присутствовать на собрании, на уроке и после этого совершить намаз. Кстати говоря, некоторые люди, да, возможно, они так трепетно относятся к намазу, пусть Аллах от них это примет, но в то же время некоторые люди, пренебрегая уроками, хотя уроки это тоже является фардом, пренебрегая уроками, что делают? Совершают ночной намаз. Хотя время ночного намаза, как уже было сказано, достаточно такое продолжительное. Далее, 11 пример макруха, нежелательного действия, это когда человек делает второй ракаат длиннее, чем первый ракаат. То есть этика намаза делать так, чтобы первый ракаат был длиннее, чем второй. Если человек преднамеренно делает второй ракаат длиннее, чем первый, и подчеркивается, длиннее на 3 аята, на 3 и более аята, в этом случае это будет порицание. Если, допустим, он в первом ракате прочитал суру, во втором ракате прочитал суру, которая на одну строку или на 1 аят больше, в этом случае нет ничего страшного, нет никакого порицания. Если же человек во втором ракате читает суры, которые намного длиннее, чем в первом ракате, чем та сура, которую он прочитал в первом ракате, длиннее на 3 аята и на больше аята, в этом случае уже есть порицание. Ему можно что делать? Ему нужно постараться в первом ракате длиннее суру, во втором ракате суру покороче.
Но это, повторюсь, это не критично, это макрух, хотя иногда мы говорим, что это макрух. И ученые говорят, не смотрите на малость греха, а смотрите на величие того, перед кем вы совершаете этот малый грех. Это раз. Второе, малый грех капелька по капельку набирается. И это может стать большим грехом, особенно тогда, когда человек невнимательно относится к этим вопросам. Далее, 12-й макрух – это чтение Корана не по порядку. Например, в первом ракате он прочитал суру Ан-Нас, во втором ракате он прочитал суру Аль-Фаляк. То есть, получается, он пошел от конца к началу. Порядок же какой? От начала к концу. То есть, получается, скажем так, там сотый, как пример, сотая сура в первом ракате, потом 101-я сура во втором ракате. Либо, например, там 103-я, 105-я, 110-я сура во втором ракате. Также в некоторых книгах подчеркивается, что нежелательно одну суру оставлять посередине. То есть, допустим, человек прочитал 100-ю суру и 102-ю, получается, 101-ю суру он оставил одну. Повторюсь и обращаю внимание, что это касается именно систематического постоянного чтения, совершения. Если это произошло раз, особенно случайно, тогда нет в этом никаких проблем. Нет в этом никаких проблем. 13-я сура, 13-й макрух – это чтение одной и той же суры в 2 ракатах фард намаза. Что касается нафиль намаза, в этом случае нет порицания. Что касается фард намаза, одну и ту же суру читать нежелательно. Это касается того человека, который знает несколько сур или много сур. Человек, который только что встал на намаз, и он кроме аль-фатихи и суры Ихляс ничего не знает, для него нет никакого порицания. Но все равно его нужно подбадривать, его нужно наставлять к тому, чтобы он поскорее выучил хотя бы еще одну суру. Если же человек преклонного возраста, и ему, чтобы выучить суру, там понадобится целый месяц, целых 2 или 3 или полгода, то в этом случае, иншаллах, не будет никакого порицания. Дальше. 14-й макрух. Нежелательно порицаемо совершение намаза там, в тех местах, в которых не подобает совершать намаз. Например, возможно, это какая-то общая дорога, общественное место, общая дорога. Общественное место имеется в виду, допустим, давайте возьмем парк, большой парк, есть места, где, допустим, трава растет, там люди не ходят, и есть дорога. Вот наступило время намаза, и человек что может сделать? Может совершить намаз в парке, то есть там, где трава, а может совершить намаз там, где дорога. Так вот, там, где дорога, желательно не совершать намаз. Почему? Потому что это препятствует людям проходить, идти по этой дороге. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Иякум валь джулюса фит турукат». То есть предостерегаю вас от сидения на дорогах, чтобы не мешали. Также порицаемо совершение намаза в местах наджаса. Наджаса, если мы говорим про наджаса с точки зрения шариата, то это препятствие действительности намаза. Но мы с вами в то же время сказали, что если даже на наджасе мы постелили коврик, и так, что наджаса не просачивается, в этом случае вот это место наше чистое. Но в то же время мы понимаем, что в этих местах нежелательно совершать намаз. Желательно что? Желательно найти спокойное, чистое, хорошее место. Если человек, допустим, вынужден, но разная ситуация может быть. Допустим, человек на работе еле или нашел какое-то местечко, там кладовку. Да, кладовка – это не место намаза. Но альхамдулилlah, он нашел кладовку, возможно, договорился с начальником, либо, может, даже не договорился, не знаю. Лучше, конечно, договориться, так будет проще, так будет спокойнее. И он что делает? И он спокойно там совершает намаз. Была бы его воля, он бы спокойно совершал намаз в другом месте. Но поскольку у него только вот это место, он спокойно там совершает. В противном случае это будет порицаемо. И в хадисе подчеркивается, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наха ан юсалля фи саб'ати маватин, что пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям, запретил, в данном случае, возможно, имею в виду порицание, совершать намаз в 7 местах.
Здесь, конечно, каждый случай нужно разбирать отдельно, где-то это будет запретно, где-то это будет нежелательно. Первое, это там, где навозная куча. Второе, это где скотобойня. То есть и там и присутствует, что там и там присутствует наджаси. Также запрет на совершение намаза филь макбара, на кладбище. И также порицаемо совершать намаз там, где дорога. Также там нежелательно порицать намаз, где место купания, там, где человек принимает гусль, там, где человек умывается. Что касается переодевального, то в этом случае нет никакого порицания. Также там, где находятся верблюды, то есть стойла верблюдов. И также порицаемо или даже запрет на совершение намаза над Каабой, потому что направление нарушается. Это был 14-й пункт. 15-й пункт. Нежелательно совершать намаз وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ كُلُّ فِعْلٍ يُعْتَبَرُ عَبَثًا. То есть нежелательно, чтобы в намазе присутствовали какие-то действия, какие-то деяния, которые считаются неким развлечением, некой игрой. То, что не подобает намазу. И то, в чем нет необходимости. Если, допустим, человек вынужден кашлять, он заболел, он кашляет. В этом есть нужда. Если человек кашляет без нужды, мы с вами говорили, что даже в этом случае намаз нарушается. Также порицаемо в намазе, вот, кстати, еще здесь пример приводится, что, допустим, наручные часы, чтобы человек не игрался наручными часами во время намаза. Ну, туда дернул, сюда дернул, там, по часами там почесал, время посмотрел или что-то еще. То есть это порицаемо, и это не по этике намаза. 16-й пример. Также в намазе порицается зевота, зевать. И не порицается чихание, потому что передается о том, что чихание это придает человеку некую такую активность, а что касается зевоты, это от лености. В хадисе передается: «Инна Аллаха юхиббуль утаз ва якраху тафауба». Воистину Аллах любит чихание и порицает, не любит зевоту. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها. И пророк говорит, если кто-либо из вас зевает, пусть он постарается это отвратить, то есть не зевать, ما استطاع, по мере своих сил. ولا يقول ها. И пусть не говорит ха. Иногда, то есть, можно видеть человека, который так подтягивается, зевает и хахакает, да, скажем так, хахакает. Вот. И передается в хадисе «Ха фа иннама залику мина шайтан ядхаку минху». Вот это «ха» – это то, от чего шайтан смеется. Это «ха» заставляет смеяться и радоваться шайтана. Если же человека все-таки одолевает вот эта зевота, что он делает? То ему желательно свой рот прикрыть тыльной стороной своей правой руки. Следующий пример порицания, как уже было сказано, то есть порицается все то, что противоречит этике намаза. Например, подтягиваться. Порой иногда можно увидеть людей, которые подходят к намазу и начинают подтягиваться. Направо повернулись, что-то у них хрустнуло, налево повернулись, там что-то у них хрустнуло, там еще что-то где-то хрустнуло, и человек встает на намаз. Ладно, еще до намаза. Во время намаза, конечно же, это не по этике. Но даже до намаза, то есть там, где ты совершаешь намаз, это тоже не этично. Это можно сделать в чуть-чуть другом месте. Там подтянулся, похрустел, подошел спокойно, встал на намаз и никого не отвлекаешь. Потому что представьте себе, допустим, человек настраивается на намаз. Поток мыслей, конечно же, это очень тяжело остановить поток мыслей. Человек сконцентрируется, сосредотачивается на намазе, и тут какой-то пришел, раз, два, три хрустнул, направо потянулся, налево потянулся, и сосредоточенность человека, она исчезла, пропала. Поэтому не будем мешать человеку совершать намаз должным образом. Нужно потянуться там, где-нибудь в другом месте. Дальше. Вот здесь как раз приводится такой пример. То есть подтягивается, постоянно вот таким образом, допустим, дергает пальцы, либо щелкает пальцами. Это является порицаемым действием.
Тут даже говорится о том, что плевать является порицаемым действием. Я думаю, что для многих из нас это неприемлемо в намазе, но в то же время, если вдруг мы увидим, что кто-то плюется в намазе, мы должны понимать, что это не нарушает намаз, но нужно понимать, что он в мечети, конечно же, не будет плеваться. Возможно, это будет происходить где-то, не знаю, там на улице, на поле, в парке, или, допустим, люди собрались, вышли на природу, пообщаться, чай попить, и наступило время намаза, они стали на намаз, и кто-то начал на намазе плеваться, ему, конечно же, стоит плюнуть именно под свою левую ногу. Ну, желательно что делать? Желательно воздержаться. Желательно воздержаться. Но в то же время мы должны понимать, что это не нарушает намаз. Это не нарушает намаз. Далее, следующее, точнее итог. Какой итог? Порицаемых действий много. Ученые факихи, фукаха, они собрали очень много самых разных действий, которые считаются порицаемыми. И многие из них как раз возвращаются к тому, что эти противоречат сунне, то есть действиям, которые считаются, классифицируются как сунна. И ученые упомянули вот макрухи. Для чего? Дабы обратить наше внимание, дабы дать нам некую такую основу, на которой мы дальше можем уже строить свои, скажем так, предположения, свои догадки, свои ичтихад. Ичтихад имеется в виду свои приложения усилий, и поразмышлять, вот это является ли порицаемым. И вот мы быстренько вспомнили макрухи намаза, возможно, допустим, нашли именно вот этот пункт, возможно, нашли такой очень схожий пункт, и на основании этого сделали, что да, это является порицаемым. На этом мы с вами завершаем. Подготавливая нас к следующей встрече, к следующему уроку, мы будем говорить про садждату сахв, садждате сахви, то есть две искупительные саджды в конце намаза. У нас будет вопрос, как совершается эта саджда, это искупительная саджда, саджда сахв, саджда по невнимательности. И будем приводить конкретные примеры, когда делается эта саджда, когда эта саджда не делается. Да, мы с вами уже говорили про ваджибы, нарушение ваджиба влечет за собой саджда сахв. Но на следующий урок, иншаллах, у нас будут конкретные примеры, при которых совершается саджда сахв. Джазакум Аллах хайран за внимание, за старание. Пусть Аллах примет наши старания. Пусть Аллах направляет нас к тому, что Он любит, чем Он доволен. Просим Аллаха, чтобы наши намазы, наше поклонение было наилучшим образом, чтобы они происходили со смиренностью. И просим Аллаха, чтобы Аллах принял наше поклонение и направил нас к более лучшему поклонению. Амин. Джазакум Аллах хайран за внимание. Субханак ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.